Уважаемые участники форума, слово предоставляется первому вице-президенту Исламской Республики Иран господину Исхаку Джахангири. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، عالی جنابان، خانم ها آقایان، فرصت را مغتنم می‌شمارم و از دولت و مردم ترکمنستان برای میزبانی اولین همایش اقتصادی خزر در منطقه زیبای گردشگری آوازه در کنار پهنه آبی دریای خزر صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای گفتگو به افق‌گشایی در روابط کشورهای شرکت کننده در این اجلاس باشکوه است که جا دارد از ابتکار جناب آقای قربان قلی بردی ممدوف رئیس جمهور محترم ترکمنستان در برگزاری آن تشکر و قدردانی کنم. 21 مرداد برابر با 12 آگوست برای کشورهای ساحلی دریای خزر یادآور تحولات بزرگ و امیدبخش است. در چنین روزی بود که کنوانسیون تهران در سال 2006 لازم الاجرا شد و در سال 2018 نیز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر отношениях у сотрудничества Каспия. И сегодня называется День Каспия, который является важным историческим моментом в развитии сотрудничества между прикаспийскими странами. Поэтому мы должны использовать данную возможность для развития наших взаимоотношений во всех сферах. Учитывая, что мы подписали Конвенцию о правовом режиме Каспийского моря, для нас создана хорошие перспективы для того, чтобы мы смогли развивать торгово-экономические отношения и создать условия для наших частных секторов, чтобы они смогли развивать свои взаимоотношения. Поэтому необходимо то, что мы должны осуществить необходимые деятельности и защиты экологии Каспийского моря. Поэтому мы признаем тот факт, что реализация различных программ и проектов создает такие возможности для наших государств. На данный момент у нас имеется тенденция развития взаимоотношений в торговой сфере, но наш потенциал является больше этого. То есть мы можем развивать эти отношения в различных направлениях, поэтому мы должны снизить тарифы на торговлю и создать другие условия, для того, чтобы мы смогли в экономическом плане развивать наши взаимоотношения. В данный момент у нас имеется в экономическом, туристическом отраслях, в рыбной промышленности, а также создание различных производств. У нас имеются прекрасные возможности между нашими странами. Уважаемые председатели, дорогие участники, Исламская Республика Иран ведет политику развития и укрепления отношений с соседними, окружающими соседними странами, окружающими странами. Поэтому мы всегда поддерживаем укрепление таких отношений с центроазиатскими странами и странами региона Каспийского моря. И мы готовы предоставить свой потенциал, свои возможности для того, чтобы продвигать совместные свои цели и идеи в Каспийском регионе.
توسعه آسیای مرکزی Исламская را Республика Иран همجهت با تقویت ثبات، считает, что امنیت развитие و آرامش Центральной منطقه Азии می‌داند. является важным دهه گذشته نقش вопросом, موثری در گسترش и همکاری‌های Иран اقتصادی в прошествии 30 лет сделал все возможное для того, чтобы развивать свои взаимоотношения со странами Центральной Азии. Поэтому иранские компании, имея солидный опыт в реализации различных проектов в области техники и инженерных услуг, реализовали десятки проектов развития в области плотин, гидроэлектростанций, автомобильных и железных дорог, разведки полезных ископаемых и промышленных объектов. Уважаемые участники, расширение экономических и торговых отношений между нашими странами требует укрепления правовых основ отношений и при этом реализация соглашения о преференциальной торговле между Ираном и членами Евразийского экономического союза может привести региональную торговлю между нами в соответствии высоких уровнях. Расширение экономических и торговых отношений между нашими странами требует укрепления правовых основ отношений. И на этом пути реализация соглашения о преференциальной торговле между Ираном является важным. Между Ираном и членом Евразийского экономического союза может вывести региональную торговлю между нами и странами на новый этап. Исламская Республика Иран щедро предоставила странам региона свои инфраструктуры в области автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта и транзита на Каспийском и Оманском морях и Персидском заливе для расширения их связей с миром. В этой области были подписано множество многосторонних соглашений, которые при их полной реализации изменят нынешнюю ситуацию нашего региона. Транспортный коридор Север-Юг и трехстороннее железнодорожное сотрудничество Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран и реализация Ашхабадского соглашения о международном транспорте и транзите предоставляют большие возможности для развития и укрепления сотрудничества между прибрежными и неприбрежными странами Каспия. Использование этих возможностей укрепит многостороннее сотрудничество в Каспийском регионе. Также Исламская Республика Иран тоже заинтересована в развитии транспортного коридора через Китай, Иран и другие страны, имеет заинтересованность для того, чтобы мы заново восстановили Великий Шелковый путь в целях развития экономического сотрудничества. Уважаемые исламское расположение, Исламская Республика Иран, которая имеет выход на открытое море Персидского залива и других регионов, создает хорошие предпосылки для того, чтобы мы смогли развивать свое торгово-экономическое сотрудничество. Мы, имея порт Чабахар в Исламской Республике Иран, можем предоставить необходимые услуги для других стран, для того, чтобы они тоже смогли, другие страны, выйти на открытое море. Кроме этого, Иран имеет огромный запас нефтегазовых ресурсов, и поэтому имеет готовность для того, чтобы углубить и расширить свое сотрудничество в поставке энергоносителей и свапе энергии в соседние страны и страны региона. Уважаемые участники, наш регион Среднего Востока и Персидский залив стал местом влияния других стран в наш регион.
Поэтому для того, чтобы развить экономику и торговлю и инвестиции, необходима стабильность и мир. Поэтому такие вопросы, как нестабильность, терроризм, являются угрозой для нашего региона. Наш регион должен обратить внимание на такие вопросы, как установление безопасности и стабильности в нашем регионе, который создаст огромную возможность для развития взаимоотношений в различных сферах между нашими странами. Учитывая, что значит, некоторые создаются террористические группировки, которые поддерживаются со стороны некоторых стран региона, и стран, находящихся вне региона, имеет цель создать нестабильную ситуацию в нашем регионе. На данный момент односторонняя политика Америки и использование санкций со стороны Америки, которые угрожают на стабильность региона, является огромной проблемой для нашего региона. Исламская республика Иран реализует свои обязанности по договору мирного использования атомной энергетики, готова сотрудничать со всеми странами мира и Организацией атомной энергетики и всегда реализовать свои обязанности по этим договоренностям четко, но, к сожалению, американская сторона вышла из этих договоренностей для того, чтобы они хотят создать нестабильность в нашем регионе. Иранофобия, которая осуществляется с американской стороной, является таким проблемой, которые американцы создают для нашего региона и хотят показывать Исламской Республике Иран в качестве страны, которая поддерживает терроризм. Учитывая, что выход на международные воды и на Ормузский пролив тоже является важным вопросом. Иран всегда старался тому, чтобы такие вопросы решались в мирной переговорной обстановке. Иран всегда стал приверженным обязанностям по созданию стабильности в нашем регионе. Все такие действия, которые осуществляются в нашем регионе, являются вразрез безопасности нашего региона. Исламская республика Иран всегда привержен к развитию торгово-экономических взаимоотношений и развитию инвестиционных сотрудничества с другими странами и готова осуществить инвестиции в других странах для того, чтобы развивать наши отношения в области политики, экономики, промышленности и других отраслях, в особенности между нашими соседями на Каспийском море. Поэтому Исламская республика Иран всегда привержен тому, чтобы не вмешивались другие страны на наш регион и на наши взаимоотношения. В конце хотел бы еще раз поблагодарить многоуважаемого президента Туркменистана Курбангулы Бердымухамедова за превосходное проведение этой исторической важной конференции и поздравляю всех мусульман и благородный народ Туркменистана с Курбан-Байрамы. Всем желаю здоровья. Спасибо. Разрешите выразить глубокую признательность уважаемому господину Исхаку Джахангири за его интересное, весьма содержательное выступление, в котором нашли свое отражение наиболее актуальные вопросы, связанные с эффективным взаимодействием в Каспийском регионе. Спасибо.